29 детских рисунков, красочных, необычных, не похожих друг на друга. Их создатели воплощали свои фантазии, создавая картины красками и кистью, цветными карандашами, фломастерами и даже с помощью компьютерной программы. Лето красками «Аквафон» – главное условие конкурса ко дню рождения сотовой компании. Жюри художникам Саиду Возба и Марии Пиле предстояло выбрать 2 лучшие работы и объявить победителей в 2 номинациях. Конкурс рисунка «12 лет Аквафон» был объявлен среди пользователей интернет-ресурса. Автор должен был выложить свою работу в сети Instagram с хэштегом «День рождения Аквафон». Еще в прошлом году, когда Аквафон праздновала свое 11-летие, в головной офис были присланы детские рисунки, как поздравительные открытки. Тогда-то и зародилась идея детского конкурса. Работы талантливых детей покорили художников. Были выбраны 2 лучшие из них и названы имена авторов. Здесь есть передний план, на переднем плане предметы, они все прям так нарисованы, реалистично достаточно, хоть это и ребенок. Задний план, здесь есть динамика движения, там играют в мяч. Соблюдены условия конкурса. Также эту работу мы рассматриваем. Ребенок здесь, видимо, помладше, но тоже очень все лаконично, красочно и очень хорошая композиция. Итак, в результате обсуждения наше жюри приняло решение наградить юную художницу. Имени мы ее не знаем, но в Инстаграме ее аккаунт называется Шамба С. Мы вам ее представим. Первое место – главный приз планшет 4G планшет Huawei MediaPad. А также был учрежден приз зрительских симпатий. Работа, которая набрала максимальное количество лайков под хэштегом «День рождения Аквафон», должна была заработать приз. Сувенир, сейчас мы расскажем. Это юная художница Айба Ариана, которой 8 лет. Значит, количество лайков 2860. Ариана получает в подарок эксклюзивные футболки с изображением своей работы в количестве 10 штук, чтобы порадовать своих близких и друзей. Организаторы конкурса отмечают, что истинной его целью было привлечь детей, придать дополнительный стимул к творчеству. Что на самом деле больше всего порадовало, мой сын тоже участвовал в этом мероприятии, сидел, рисовал, старался, придумывал темы. То есть 3 дня ребенок не смотрел телевизор, не пребывал в интернете. И это на самом деле меня порадовало. Вот мы должны стараться заинтересовать детей вот теми обычным времяпровождением детским, которое, к сожалению, немножко покидает нас. Мне кажется, или это напоминает логотип. Все больше фото с такими комментариями стали появляться в сети. Так, абоненты Аквафон, можно сказать, сами стали авторами нового проекта. Зоркие глаза интернет-пользователи продолжают находить необычное в обычном. До подведения итогов осталась неделя, так что у каждого абонента есть возможность испытать удачу и выиграть достойный приз. Для участия в конкурсе необходимо сделать хэштег «Находка Аквафон». Вообще, компания Аквафон всегда стремится дарить людям яркие эмоции. Это заметно в каждой проделанной работе. В этот раз ощущение легкости, хорошего настроения и позитива будут создавать парящие птицы. Птица ассоциируется с чем-то новым, с открытием, с позитивными мыслями у человека сразу возникает, он готов к лучшему восприятию, и поэтому как-то пришла такая идея ввести такой графический элемент, но не в прямом смысле птицу, а вот в виде оригами, так как в графическом дизайне в настоящее время является одним из таким креативным, одной из тенденций в современном графическом дизайне. 15 июля первому сотовому оператору мобильной связи в Абхазии исполнится 12 лет. Аквафон делает все, чтобы люди всегда оставались на связи и говорит своим абонентам спасибо. Асида Мали, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.